Все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 на Крымском полуострове, в 7:35 и 12:10 на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте Крым Реалии, где собраны записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить в нашу студию по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044 490 29 05. Тема дня. Итак, поговорим мы о судьбе Владимира Балуха, крымского фермера, которого преследуют за то, что он отказался снять флаг Украины с чердака собственного дома. Итак, Верховный суд Крыма, так называемый, пересмотрел приговор Владимиру Балуху, уменьшив срок заключения на 2 месяца. Теперь он составляет 3 года и 5 месяцев. О том, как проходил пересмотр дела украинца Владимира Балуха в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма, объявит ли Владимир Балух голодовку, потому что он заявил о том, что такое право оставляет за собой, и насколько дело Владимира Балуха показательно для аннексированного Крыма. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 14 марта изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Срок заключения в колонии поселения сократили на 2 месяца до 3 лет и 5 месяцев. При этом в ходе заседания суд отказал в допросе свидетелей, которые ранее не участвовали в даче показаний. Также не позволили провести и дополнительные экспертизы, на которых настаивала сторона защиты. Балух все обвинения по-прежнему отрицает. Ранее активист заявлял, уголовное дело возбудили из-за того, что он не боялся публично выражать свою гражданскую позицию. Вот то, что происходит со мной, это яркий пример того, как может работать государственная машина. Ничего святого, никаких законных доводов, ничего на нее не действует. Сотрудники ФСБ России задержали Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Они утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Позже его также обвинили в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Балух якобы ударил сотрудника СИЗО во время утреннего осмотра камеры. В 2017-м подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд Крыма приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии. Но после рассмотрения апелляционной жалобы дело отправили на повторное рассмотрение, а Балуха поместили под домашний арест. В январе 2018-го Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев в колонии поселения, а также присудили штраф в размере 10 тысяч рублей. Защита Балуха и некоторые представители правозащитных организаций уверены, он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Все 3 года аннексии Крыма Владимир Балух прожил под украинским флагом, который вывесил на чердаке своего дома. А в конце 2016 года Балух поместил на стене своего дома табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни». Адвокат активиста Ольга Динзе сообщает, срок условно-досрочного освобождения для Владимира Балуха приближается. В связи с этим защита готовит соответствующее ходатайство, которое будет подано по месту отбывания наказания. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. Напомню, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Также напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в эфире, выразить свою точку зрения, либо сообщить информацию, которая у вас есть. Мы ждем ваших звонков. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материке, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Также напомню, что мы ведем трансляцию наших эфиров в сети Facebook и на
YouTube, внимательно читаем ваши комментарии, и наиболее актуальные и интересные комментарии будут зачитаны в эфире. Там же можете оставлять вопросы для наших экспертов. Я приветствую в нашем эфире Владимира Чекрыгина, эксперта Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте. Итак, мы видим, что уже второй раз, если я не ошибаюсь, так называемый Верховный суд Крыма пересматривает приговор Владимиру Балуху. Что вы можете сказать о том, как проходят суды? Можно ли говорить об определенной тенденциозности в подходе к этому делу? Да, конечно. То есть, по сути дела, не пересматриваются. То есть, как и в прошлый раз, это чисто формальные какие-то признаки, по которым делается вид, что что-то делается, но на самом деле, нужно сказать, что движение есть, а прогресса нет. То есть, просто в приговоре было написано, как мы помним, что Владимир приобрел вот эти взрывчатые вещества и патроны в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах и в неустановленное время. Соответственно, там по-любому их выводу, который они делают в судебном приговоре, можно было вынести вот такое решение, то есть отменить его. Но они сделали только вот по вот этому пункту. Да, сделать вид, что да. Я напомню, да, немного бэкграунд, если наши слушатели, может быть, забыли какие-то подробности дела Владимира Балуха. Я напомню, что Владимир Балух известен тем, что отказался снимать с чердака собственного дома флаг Украины. Более того, он повесил на свой дом табличку, на которой значилось, что эта улица называется улица Героев Небесной Сотни. После этого Владимира Балуха начали преследовать. Это не первое уголовное дело, которое было сфабриковано для того, чтобы преследовать Владимира Балуха. В итоге ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждают, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Вот как раз-таки мы сейчас с Владимиром Чекрыгиным говорим об этих нюансах дела. Касательно того, насколько суд вообще воспринимает доводы защиты Владимира Балуха, можете ли вы что-то сказать? Потому что, судя по тому, как это дело рассматривалось в суде первой инстанции, так называемом суде, суд не воспринимает того, что говорит защита, в принципе. Да, суд полностью игнорирует абсолютно все доводы и все ходатайства защиты. То есть не проводятся ни экспертизы, не допрашиваются свидетеля, допрос, который требует защиты. Прежде всего, они и на первом рассмотрении этого дела, и уже после отмены приговора второй раз требовали, чтобы были допрошены глава ФСБ, например, который отдавал соответствующее распоряжение на проведение обыска в доме Владимира. Но как в первый раз, так и во второй этого не произошло. Возможно, у нас еще получится связаться сегодня с адвокатом Владимира Балуха Ольгой Динзе. Я отслеживал информационные сообщения, которые поступали относительно этого дела. И адвокаты Балуха говорят о том, что будут обжаловать этот приговор в вышестоящих инстанциях. Также готовится жалоба в Европейский суд по правам человека. Сам же Владимир Балух сказал, что не согласен по-прежнему с этим приговором и оставляет за собой право на голодовку. Владимир, по вашему мнению, как далее будут развиваться события? Можно ли будет обжаловать? Воспримет ли суд вышестоящей инстанции, наконец, доводы защиты? Надежды на это очень мало. То есть, возможно, опять-таки будет сделана какая-то там незначительная правка, чтобы сделать вид, что дело рассматривалось. На самом деле, то есть приговор уже понятен, и суть его не изменится. То есть Владимир все равно останется сидеть, то есть его никто не отпустит. И более того, сейчас подходит к рассмотрению уже второе дело против него за якобы избиение начальника ИВС Раздольнинского района Ткаченко. То есть вот там вот основная угроза, что там могут добавить ему срок содержания под стражей, то есть могут там еще по вот этой новой статье там до 5 лет могут его добавить. Соответственно, боюсь вот больше всего вот этого. То есть мы видим, что может стать еще хуже. А что же тогда нам должен говорить вот этот факт, что Владимиру Балуху сократили срок заключения на 2 месяца? Это такая демонстрация, чтобы мы что-то... В чем месседж? Что мы должны понять из этого, по вашему мнению? Ну, по сути
это издевательство как бы и показывает, что все равно, несмотря на все доводы защиты, несмотря на всю общественную поддержку, несмотря на информационную поддержку, все равно мы сделаем так, как хотим. То есть и за украинскую позицию будут преследовать любого и будут преследовать жестко. По поводу жалобы, которая готовится в Европейский суд по правам человека, как долго может рассматриваться эта жалоба и какие надежды возлагаются как раз вот на этот процесс в ЕСПЧ, учитывая, что в России уже звучат заявления о том, чтобы не выполнять решения Европейского суда по правам человека? Ну, там, конечно, эти жалобы могут рассматриваться годами, но подавать все равно надо, чтобы где-то получить справедливое решение. То есть, что если кто-то сомневается, на самом деле, есть и такие люди, что Владимир действительно там не подбрасывал эти патроны, просто показать, что это был все фарс. Ну, то, о чем мы, собственно, знаем все. Так. Напомню, что с нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Также напомню номера телефонов, по которым вы можете позвонить в нашу студию, выйти в прямой эфир, выразить свою точку зрения на тему, которую мы обсуждаем, либо сообщить свою информацию. Напомню, что обсуждаем мы дело Владимира Балуха. Накануне так называемый Верховный суд пересмотрел его приговор и сократил срок заключения на 2 месяца. Сейчас он составляет 3 года и 5 месяцев. Напомню, номер телефона 8 800 1006 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материке, 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир, продолжаем обсуждение дела Владимира Балуха. Напомню, что с нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, говоря о суде, так называемом, пересмотре дела Владимира Балуха, здесь нельзя не обратить внимание на то, что дело пересматривал судья Слизко Тимур Васильевич. Вот в отношении этого судьи Генпрокуратурой Украины начато уголовное производство по статье 111 части 1 госизмена. Это один из тех крымских судей, который перешел на службу Российской Федерации. Насколько характерно такое явление для Крыма, когда суд над человеком, который преследуется по своим политическим убеждениям, да, из-за своей патриотической позиции, когда судьи по этим делам назначают из числа тех, кто нарушил присягу судьи Украины и перешел на службу России? Да, для Крыма это очень характерно. Потому что пытаются и, в принципе, используют, как правило, уже одних и тех же судей. То есть это уже такие специализированные по делам политзаключенных. То есть это уже судьи, которым, по сути, там нечего терять. Они выполняют заказы государства на любые приговоры, которые им скажут сверху. Когда мы обсуждали в этой же студии, у нас была другая тема, дело дизайнера Орлова, который заявлял о том, что он уехал в Израиль, но сейчас оказывается, что все-таки он не смог покинуть территорию Крымского полуострова. И когда мы общались с его адвокатами, там тоже дело довольно-таки странное, и адвокаты недоумевают, что же происходит с судебной системой в Крыму. Говорят, очень низкое качество вообще судебного производства, и такое ощущение, что задача перед судами стоит в том, чтобы подтверждать гипотезу следствия, ни в коем случае в ней не сомневаться и всячески удовлетворять просьбу там, Следственного комитета и других органов, которые передают дела в суд. По вашим наблюдениям, вот качество работы крымских судов, оно может в итоге сказаться на том, что приговор Владимиру Балуху все-таки будет отменен? Но опять-таки тут понимаем, кто пересматривает эти дела. То есть те же самые судьи, понятно, что фамилии другие меняются, но установки не меняются. То есть я думаю, что здесь никакого положительного пересмотра не будет. То есть оба раза это какие-то формальные признаки, не более того. То есть чтобы просто показать движение, то, что мы там что-то делаем, что-то рассматриваем. А суть не меняется.
там даже ни на месяц не изменился приговор, как бы, по сравнению с тем, ну, то, что ему летом давали, сейчас в январе дали. То есть вот те же самые 3 года 7 месяцев, а сейчас они просто 2 месяца убрали. То есть в прошлый раз там судья не имела права рассматривать, они как бы пересмотрели приговор, остался практически один в один. И сейчас 2 месяца убрали, но это несерьезно. О таких шагах, как объявление голодовки, хотелось бы еще поговорить. Мы были свидетелями, как по другим политически мотивированным делам, те люди, которых преследуют, объявляли голодовку. По вашим наблюдениям, судя по тому, что происходит в Крыму, насколько эффективным может быть такой шаг? Ну, это скорее эмоциональное решение Владимира, потому что, да, он видит, ну, это, что ничего не меняется, то есть и хотел хоть как-то, хоть этим, возможно, повлиять. Я надеюсь, что он все-таки откажется от этой идеи, потому что, по сути, она, ну, мало к чему приведет, ну, и так тяжелое состояние здоровья, и просто боимся за его безопасность. А на никакие решения, как бы, суда, то есть это не изменит вообще никак. Продолжаем эфир. Я напомню, номера телефонов 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звонки бесплатные. Жители материковой части Украины можете звонить нам по номеру 044 490 2905. Напоминаю, что беседуем мы с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Напоминаю, что каждый наш радиослушатель может принять участие в разговоре. Кроме того, мы внимательно читаем комментарии, которые вы пишете под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Конструктивные обязательно зачитаем в эфире. Продолжим через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ в 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Итак, продолжаем эфир. Напоминаю, что обсуждаем мы дело Владимира Балуха, крымского фермера, которого преследуют в Крыму за то, что он отказался снять с чердака дома флаг Украины. Против него, как говорят правозащитники, сфабрикованы 2 дела. По первому, сотрудники ФСБ России задержали Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Они утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. После Владимира Балуха обвинили в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Балух якобы ударил сотрудника СИЗО во время утреннего осмотра камеры. В 2017 году подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд Крыма приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии. После апелляционной жалобы дело было отправлено на повторное рассмотрение. На повторном рассмотрении суд снова назначил Владимиру Балуху этот срок, и сейчас во время рассмотрения жалобы в так называемом Верховном суде Крыма была исключена одна позиция из обвинения. Это позиция о том, что Владимир Балух якобы приобретал боеприпасы, и срок его заключения сократили на 2 месяца, теперь он составляет 3 года и 5 месяцев. Итак, вот эту ситуацию мы обсуждаем. Напоминаю, что Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы, с нами на связи. Владимир, насколько широко сейчас в Крыму наблюдается явление, когда людей преследуют после того, как они выражают свою проукраинскую позицию? Да, сейчас эта тенденция усиливалась, особенно перед так называемыми выборами. То есть они хотят погасить любую активность граждан в силу приговора там и по Ларисе Китайской, то есть за перепосты, посты там в социальных сетях. То есть Игоря Мовенко судят за комментарий, вместо того, чтобы судить того, кто избил Игоря Мовенко. То есть, там тоже, если кто помнит, эта история была, когда севастопольца избили за наклейку на велосипеде, избил бывший сотрудник Беркута. Вместо того, чтобы возбудить дело против этого сотрудника Беркута, долго искали хоть что-то против Игоря Мовенко и нашли комментарий, там, по-моему, 2016 года в группе «Крым Украина» под каким-то постом. Вот за него сейчас судят. Насколько тенденциозно, вот сейчас, если мы наблюдаем, да, за всеми этими процессами, дело Владимира Балуха мы вот уже подробно, да, с вами обсудили. Если вернуться к делам Игоря Мовенко и Ларисы Китайской, насколько суды в этих делах вообще воспринимают доводы защиты, если говорить о судебном процессе, например, который идет над Игорем Мовенко? Вчера состоялось очередное заседание.
14 Картина марта. та же самая, можно сказать. То есть тенденция вот именно точно такая же, что доводы защиты практически не учитываются, то есть учитываются только доводы обвинения. Притом там больше их интересует его позиция относительно присоединения Крыма к России. Так, если послушать записи судебных заседаний, то прокурор там больше не расследует не его комментарии, там, а задает свидетелям вопросы: а вот что вы слышали о том, как Игорь Мовенко относился к тому, что Крым перешел там, в состав Российской Федерации. То есть они уже, знаете, и сразу понятно, за что человека преследуют. То есть за его позицию, потому что он открыто выражал ее среди там, своих сотрудников о том, что он осуждает оккупацию Крыма. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Напомню, номер телефона студии 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. С нами на связи Евгения Андреюк, правозащитница. Евгения, здравствуйте. Итак, да, о том, что происходит в деле Владимира Балуха, мы сегодня в нашем эфире говорим. По вашему мнению, получится ли у защиты, к сожалению, не можем мы сейчас связаться с адвокатами Владимира Балуха, получится ли у защиты как-то обжаловать то, что произошло, да, в суде первой инстанции, в Раздольнинском районном суде и в так называемом Верховном суде Крыма, получится ли обжаловать, отменить приговор, который был вынесен Владимиру Балуху, учитывая всю несостоятельность той доказательной базы, которая была собрана так называемым следствием? Ну, к сожалению, наверное, я всегда бы хотела сделать какие-то оптимистические прогнозы, но все мы вслух говорим противоположные вещи. Мы все знаем, как проходят подобные процессы уголовные и какой результат от них, к сожалению, вне зависимости от того, какие собраны доказательства и как велся процесс в суде первой инстанции, либо как рассматривали дальше уже жалобу. Те политические процессы, которые идут в Крыму, они заказные, и, к сожалению, судьям иногда позволяется, и могут они в каких-то небольших рамках там изменять приговор, как, например, был сейчас изменен и на 2 месяца уменьшен срок Владимира Балуха. Но даже в тех случаях, когда иногда суд, например, во второй инстанции отменял решение суда первой инстанции, рано или поздно потом все равно приходило к такому же решению. Поэтому мне бы очень хотелось верить, что, возможно, каким-то образом защита найдет аргументы, и у них получится это. Но, скорее всего, особых изменений в решении суда первой инстанции вряд ли они будут внесены. Очевидно, что дело Владимира Балуха – это история о политическом преследовании, так как то же самое мы наблюдаем в делах Игоря Мовенко и Ларисы Китайской, о которых вспомнил наш предыдущий эксперт Владимир Чекрыгин. И многие говорят о том, что эти дела как раз-таки существуют для того, чтобы запугать все проукраинское население Крымского полуострова. Но, по вашему мнению, не может ли быть наоборот? Не может ли история Владимира Балуха, его несломленность или принципиальность позиции Игоря Мовенко, наоборот, стать примером для тех, кто живет на Крымском полуострове? У нас минута осталась до завершения эфира. Это хороший вопрос, и опять же сложно сказать, и сложно дать, наверное, однозначный ответ. Я думаю, на разных людей это влияет по-разному, и в зависимости от их жизненной позиции, от их окружения и в целом от того, что с ними происходит. Я думаю, что они становятся примером не только для людей в Крыму, но и для многих людей здесь на материке, которые понимают, что они, находясь в более свободных и намного более лучших условиях, могут делать намного больше, если люди в Крыму, будучи даже в таких условиях, отваживаются на отстаивание своей позиции. Спасибо вам, Евгения. Напомню, что с нами на связи была Евгения Андреюк, правозащитница. Это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Обсудили мы дело Владимира Балуха. О том, как развивается эта история, вы можете читать на сайте Крым Реалии, где вы найдете не только актуальные новости, но и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Продолжим эфир через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Организаторы пикетов в поддержку крымских татар в Москве намерены бойкотировать выборы. Сестра Савченко прокомментировала обвинение в адрес народного депутата. В честь певицы Джамалы назван сорт тюльпана. Сейчас подробнее. Московские активисты объединения «Стратегия-18», которые ежемесячно выходят на публичные акции в поддержку крымских татар и за скорейшую деоккупацию Крыма, намерены бойкотировать выборы президента России. Об этом Крым Реалии рассказала одна из активисток Вера Лаврешина. Она указывает, что не верит в справедливое голосование. Принцип «не важно, как проголосуют, а важно, как подсчитают» остается непреложным, рассказала она. Лаврешина отметила, что такой позиции придерживаются не все активисты. Многие решили участвовать в выборах, чтобы не допустить фальсификации голосов. Выборы намечены на 18 марта, годовщину аннексии Крыма. Народный депутат Надежда Савченко утверждает, что многие военнослужащие считают, что военный переворот в Украине – ожидаемые правильные события. Она также обвинила власти страны в преступлениях против украинского народа. Ее сестра Вера в эфире программы «Ваша свобода» прокомментировала эти слова. Тобто зараз влада те саме йде шляхами Путіна або як завгодно Макіавеллі по методичці наших настанов для политиков. Ранее генпрокурор Украины заявил, что Надежда Савченко причастна к подготовке теракта в Верховной Раде. В Крымском доме в Киеве проходит выставка фотокорреспондента проекта «Крым Реалии» Алины Смутко, на которой представлены около 30 работ, рассказывающих о жизни в аннексированном Крыму. Организаторами выступили правозащитная организация «Крымсос» и «Крымский дом». В общей сложности Смутко работала в Крыму более 2 лет. Большая часть экспозиции – это работы, которые отражают жизнь крымских татар, подвергшихся репрессиям со стороны российской власти. Фотограф выразил надежду на то, что эти истории не останутся в стороне. В честь певицы Джамалы в Нидерландах вывели новый сорт тюльпанов с соответствующими снимками. Она поделилась на своей странице в социальной сети Facebook. В начале прошлого года голландская компания по выращиванию цветов «Стоколекс» вывела новый сорт цветка и назвала его в честь меня, Джамала, рассказала Сусана Джамаладинова. Она получила луковицы в подарок. В ноябре ее отец посадил их. Через несколько месяцев ожидания они почти все распустились, поделилась певица. На снимках махровая разновидность тюльпана красно-желтого окраса. Сегодня в Крыму днем плюс 13, временами облачно в районе Чонгары и Новоалексеевке плюс 7. На Керченской переправе возможны затруднения в работе. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Это радио «Крым Реалии». Несмотря на блокировки и запреты, мы продолжаем информировать вам о событиях и явлениях, которые происходят на Крымском полуострове, о том, что происходит вокруг Крымского полуострова. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где не только прямые видеотрансляции наших эфиров, но и записи всех наших программ собраны. Общаться с нами вы можете в соцсетях. Там же можно и посмотреть на нас тоже на странице нашей в Facebook и на YouTube. Вы можете найти прямые видеотрансляции. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки на этот номер бесплатные. Для жителей материковой части Украины номер 044 490 2905. И не расстраивайтесь, если вам не удалось дозвониться к нам, потому что иногда со связью на Крымском полуострове у нас бывают проблемы, не буду вдаваться, почему это может быть так, но если даже не дозвонились, оставляйте комментарии под нашими трансляциями в социальных сетях, мы обязательно их прочитаем. Кроме того, с нашей редакцией можно связаться по контактам, указанным на сайте Крым Реалии. Мы есть во всех крупных соцсетях, в Фейсбуке, например. Можете подписываться на наш телеграм-канал. Продолжим через несколько секунд. Тема дня.
Итак, сегодня хороший день для того, чтобы поговорить о том, какие международные законы были нарушены в результате аннексии Крыма. Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении судьям Конституционного суда России. Как может отреагировать Россия на действия украинского надзорного ведомства, будет ли реагировать и какими могут быть последствия этой всей истории, мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Генеральная прокуратура Украины продолжает досудебное расследование по факту развязывания войны в Украине и незаконной аннексии Крыма Россией. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в соцсети Facebook сообщил, ведомство готовится вынести подозрение председателю и 18 судьям Конституционного суда России о совершении противозаконных действий. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал документ о так называемом присоединении полуострова к России. Вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. На следующий день судьи Конституционного суда России единогласно признали этот договор соответствующим Конституции России. В свою очередь Юрий Луценко отметил, документ является ничтожным с правовой точки зрения. Он добавил, председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин позже сам признавался, что судьи вынесли решение по договору в течение 2 часов. Причиной спешки была личная просьба президента России. В 2014 году сам Зорькин в разговоре с журналистами отмечал, несмотря на сжатые сроки, вынесению решения по договору предшествовала длительная подготовка. Судьи живут ведь не в изолированном пространстве и не в холодильнике, вообще говоря. Они же наблюдают, значит, что происходит в мире, да? Наверное, глядят на обстановку. Вот я лично так делал, вообще говоря. Я уже освежал свои знания, некоторые подбирал материалы, касающиеся международных договоров. И вот этой всей проблемы, наверное, как вы понимаете, не сегодня утром. Рассмотрение запроса о проверке договора на соответствие Российской Конституции происходило без публичных слушаний, в порядке письменного производства. Тогда Зорькин объяснял, судьи решили отказаться от публичного обсуждения, поскольку договор никем не оспаривался, поэтому и вторая сторона в этом деле отсутствовала. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио Крым Реалии. Итак, обсуждаем мы объявление о подозрении, которое было направлено Генеральной прокуратурой Украины судьям Конституционного суда России. Я процитирую заявление Юрия Луценко, генпрокурора Украины. Итак, на основании собранных доказательств 1 марта 2018 года составлено сообщение о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27, части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Это пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия. В случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск и направлено в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Конец цитаты. Юрий Луценко также отметил, что 18 марта 2014 года в Москве с участием президента России Владимира Путина и представителей российской власти Крыма Сергея Аксенова, Владимира Константинова, Алексея Чалова был подписан договор о так называемом принятии в Россию Крыма, который является ничтожным с правовой точки зрения. Это тоже определение Юрия Луценко. На следующий день судьи Конституционного суда России единогласно признали якобы соответствующим Конституции России этот договор. С нами на связи Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте. Итак, относительно того, что же не так сделали судьи Конституционного суда России, как бы им следовало поступить с точки зрения украинского и международного законодательства, когда к ним поступило вот представление такое, чтобы они рассмотрели законность этого решения об аннексии Крымского полуострова? Ну, вопрос довольно интересный, довольно такой, знаете, ну, как бы патовый, скажем так.
Еще раз хочу объяснить, да, что там произошло. Я знаю, вы долго только что объясняли, я вкратце объясню. Да. Крым технически сначала отделился, а потом присоединился к РФ. Соответственно, Конституционный суд РФ не легализировал аннексию, а они это представили таким образом, что крымский народ реализовал свое право на самоопределение. Да, я просто дополню, извините. Республика Крым, так называемое непризнанное государство, существовало 2 дня, с 17 по 18 марта 2014 года. Это был, видимо, технический ход для того, чтобы как-то легализовать то, что произошло. Да, потому что иначе выглядело бы так, что, технически, да, чисто юридически, что Российская Федерация отхватила кусок территории Украины. А так выглядит, с юридической точки зрения, что вот в Уставе ООН, да, в Уставе ООН у каждого народа есть право на самоопределение. Есть такое право. С другой стороны, там же и прописывается нерушимость границ и неприкосновенность суверенитета государства. Это 2 конфликтующих права, да, как считают многие юристы. Но Венецианская комиссия рассмотрела этот вопрос. ООН рассматривала этот вопрос неоднократно. Сказали, что это не является, это неправильное трактование. То бишь, право на самоопределение, оно работает внутри границ, а не снаружи. То есть, грубо говоря, если какая-то территория решила отделиться от государства, это не право на самоопределение. Да, то есть, соответственно, все нормы международного права, да, там, в международном публичном праве были нарушены, на самом деле, да. И было признано, что проведены все процедуры с нарушением Конституции Украины, с нарушением международных договоров, с нарушением меморандума Будапештского, да, согласно которого Россия вообще обещала беречь наши границы и наши территории, в том числе, как и Великобритания и США. Вот. И еще там целого ряда международных соглашений. В свою очередь, судьи Конституционного суда Российской Федерации, они просто легализовали то, что происходило. Вы же понимаете, это не они принимали эти решения, но им придется за них отвечать по факту, да. Да, а что бы могло их освободить от ответственности? Могли ли судьи Конституционного суда России вообще оценить, что им предлагают, оценить, насколько так называемая Республика Крым, вот это якобы независимое государство, вообще соответствует, имеет атрибуты независимого государства? Потому что существовало это образование, якобы образование, да, непризнанное. Всего 2 дня не было ни своей армии, была там российская армия на Крымском полуострове в этот момент, не было других признаков государственности. Мог ли Конституционный суд России на это обратить внимание? Чисто с технической точки зрения они не совсем на это обращают внимание. Они должны рассмотреть на соответствие Конституции Российской Федерации, предложенный договор. То есть технически выглядело так. Вот Крым обратился к России, давайте подпишем договор о том, что мы присоединяемся к Российской Федерации. Вот технически, как это выглядело, да. Они должны были рассмотреть на соответствие Конституции Российской Федерации. Да, и они таким образом приняли такое вот решение, рассмотрев, что оно не противоречит Конституции Российской Федерации. Но здесь просто вот в чем вопрос. Я, извините, вас прерву. Есть в России такой федеральный конституционный закон о порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации. Он был принят в декабре. Да, в декабре 2001 года. И здесь есть статья 4. Условия принятия в Российскую Федерацию нового субъекта. Здесь говорится о том, что принятие в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства в соответствии с международным договором о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части. А если перевести то, что здесь написано, на человеческий язык, то должен был быть
быть договор между Украиной и Россией, да, если бы это происходило в соответствии с законом, то, что происходило. Такого договора нет и быть не может, насколько я понимаю. Вот они обошли эту ситуацию таким образом, что Крым отделился. Да? Крым как бы отделился, провозгласил себя независимым. И поэтому они рассматривали Крым чисто с технической точки зрения, Крым рассматривали как отдельное государство. Тут основной вопрос, в чем судьи-то виноваты, да, вот эти Конституционного суда. Они виноваты не в нарушении российских законов, они виноваты в нарушении наших законов. Потому что мы не считаем, что он отделился и так далее. Мы считаем, что это наша территория, и оно так и есть. Весь мир так считает. Международная ООН создавалась специально для того, чтобы не повторились вот эти вещи, которые сейчас происходят по факту. Границы должны быть нерушимы после Второй мировой войны по факту, да. Но, к сожалению, вот это произошло. Нарушили они нашу конституцию, нарушили наши законы. Поэтому и наша прокуратура российским судьям выставляет подозрения. Вот в чем суть да соль вопроса. Да? То есть иностранный субъект нарушил наши законы. Поэтому их и поддают, им и вручают подозрения. Роман, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напоминаю, что с нами беседует Роман Шахматенко, юрист, специалист по международному праву. Давайте послушаем комментарий Дмитрия Солонникова, российского политолога, директора Института современного государственного развития. Он высказал в комментарии нам свое мнение по поводу подозрения, которое сообщила Генпрокуратура Украины Российскому Конституционному суду. Точка зрения. Генпрокуратура Украины отправляла запросы и в Генеральный штаб российской армии, и в другие органы управления, другие структуры власти Российской Федерации. И никакой реакции обычно не было в данной ситуации. В России к подобным документам относятся как к казусу, как к недоразумению. И, в общем, серьезного внимания на них не обращают. Думаю, что здесь будет то же самое. Ну, пришла какая-то бумажка. В общем, никакого серьезного ответа на это не будет. Это настолько незначительный вопрос, настолько мало интересующий российскую власть, что никакого серьезного результата иметь не будет. А российско-украинских отношений это, правда, не несет никакой смысловой нагрузки и не будет иметь каких-либо последствий. Точка зрения. Итак, это были слова Дмитрия Солонникова, российского политолога, директора Института современного государственного развития. Напоминаю, что с нами на связи Роман Шахматенко, юрист, специалист по международному праву. Итак, Роман, Дмитрий Солонников говорит, что ничего не поменяется после того, как Генпрокуратура выдвинула такое подозрение судьям Конституционного суда России. По вашему мнению, действительно ли ничего не поменяется, и этим судьям по-прежнему ничего не угрожает, не будет никаких последствий после того, что произошло? Они находятся на территории другой страны, на которой мы не можем их не арестовать, не осудить. Это правильно с точки зрения, чтобы они не могли въехать в Украину. Да, потому что тут им предъявят подозрения и так далее, задержат. Но действительно довольно сложно их привлечь к ответственности. Я просто рассматриваю этот шаг как следующее, что следственные органы, они делают свою работу. У них есть работа, она не политическая. У следственных органов четкая работа выявлять преступления и их расследовать, в том числе и в этой сфере. И следственные органы без абсолютно политических каких-то подоплеков должны подойти к этому и выявить там всех прокуроров, которые перешли на сторону врага, всех военных, судей, которые принимали решения и так далее, и так далее. То есть, должны действительно делать свою работу. И они ее делают. Насколько это, прямо завтра арестуют этих судей, нет. Действительно, я думаю, что этого не произойдет.
Здесь есть еще и такой вопрос. Судьи Конституционного суда России — это не единственные должностные лица в России, которые были вовлечены в цепочку принятия решений, которые в итоге расцениваются украинским законодательством как нарушение суверенитета Украины, нарушение государственной границы и территориальной целостности. Я сейчас говорю и о Совете Федерации, я говорю сейчас и о Госдуме России, я говорю сейчас и о президенте России Владимире Путине, который говорил о том, что это было его личное решение сделать то, что мы видели на Крымском полуострове. По вашему мнению, я понимаю, что вы не можете говорить за следственные органы, вы не можете говорить за генерального прокурора, но может ли быть таким развитие ситуации, что в дальнейшем подозрения будут предъявлены и другим должностным лицам в России? Такого высокого уровня. Я лично думаю, что да, будут стараться, но просто поймите правильно, да, то есть там уже, когда более высокого уровня, я думаю, им придется брать во внимание и политические аспекты, да. Всем подряд тоже, я не уверен, что у них получится, или они решат, то есть это такой вопрос довольно тонкий, да, его нужно красиво соблюдать, да. Поэтому, могут. Будут ли сейчас и как это будет делаться, я думаю, они будут уже вот в этих вопросах советоваться с политическим аспектом, то есть, может, с руководством и так далее страны и так далее. Вот. Поэтому, да, вполне. Спасибо за комментарий. Напоминаю, что это был Роман Шахматенко, юрист-специалист по международному праву. Продолжаем эфир. Я напомню номера телефонов 8 800 1006 926. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните нам на этот номер. Можете даже его записать, он у нас не меняется. 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, как я напоминаю об этом всегда, что вы можете комментировать наши эфиры в социальных сетях, в Facebook и на YouTube идет прямая трансляция. Прямую трансляцию можно также посмотреть на сайте Крым Реалии. Там же вы обнаружите множество новостей и аналитических материалов о том, что происходит на Крымском полуострове. Мы продолжим через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Продолжаем эфир, продолжаем обсуждать подозрения, которые Генпрокуратура Украины направила к судьям Конституционного суда Российской Федерации. Обсудим мы это далее в нашем эфире с Николаем Белесковым, украинским политологом, аналитиком Института мировой политики. Николай, здравствуйте. Итак, ваш комментарий относительно того, что произошло, насколько значимым является вот это событие, предъявление подозрений судьям Конституционного суда России, насколько своевременно вообще эта історія? 4 года пройшло. Пожалуйста. Знову ж таки, не буду залазити в чисто юридичну сферу, скажімо так, але з точки зору міжнародних відносин, з точки зору зовнішньої політики України, в принципі, Україна робить правильно, незважаючи на те, що зрозуміло, що в порівнянні з національними судами будь-яка апеляція до міжнародних судових установ, вона, звичайно, позбавлена таких шансів на якесь безпосередньо швидке рішення, оскільки зрозуміло, що відповідні установи не мають можливості, на відміну від внутрішньодержавних судів, апелювати до державних установ, які можуть потім реалізувати відповідне рішення. Але дії, які спрямовані на те, щоб ситуація, яка в Криму відбувається загалом, кримська тематика не сходила з новин, вона є правильною. Чому? Тому що зрозуміло, що на фоні конфлікту на Донбасі, на фоні того, що говорять виключно про реалізацію Мінських домовленостей, що переговори йдуть виключно щодо Донбасу. Крим, на жаль, відходить в другий план, відповідно, і фактично вже на сьогодні сформувався не дуже негативний, неформальний консенсус серед фактично експертної спільноти і в Європі, і в Америці, і в Росії в тому числі. Я думаю, вона частково може відобразитись на діях політиків, що в випадку, якщо буде досягнутий певний прогрес по Донбасу, тобто реалізація Мінських домовленостей, можливий вихід Росії з Донбасу, то ситуація в Криму, тобто окупація, продовження окупації Криму, вона не стане на заваді до певного зменшення градусу протиріч між країнами Заходу з одного боку, Російською Федерацією з іншого. Тому про кримську тематику таким чином будь-які дії, які спрямовані, щоб про неї не забували, вони є апріорі вірними і правильними.
До этого в нашем эфире звучало мнение Дмитрия Солоникова, российского политолога, директора Института современного государственного развития. Он говорил о том, что, в принципе, для этих судей Конституционного суда России ничего не изменится после того, как им было объявлено о подозрении. Разделяете ли вы эту точку зрения? Ну, звичайно, дуже важко насправді уявити, що може з ними статися, оскільки, відповідно, це ж не санкції. Тобто, якби ж мова щонайменше йшла про персональні санкції, то це насправді створювало б для них певні ризики, певні проблеми, незручності, оскільки зрозуміло, що це далеко не безбідні люди, які хочуть гарно жити, почувати себе. В цьому сенсі були проблеми, а так, звичайно, певні підозри, вони не створюють безпосередньо проблем. І більше того, знаєте, коли навіть прийде час, коли будуть, можливо, я сподіваюся, судити представників російського режиму, я думаю, от ви говорили з попереднім спікером і про членів Ради Федерації, відповідно, які 1 березня легітимізували застосування сили, постфактум уже фактично, відповідно, і про членів вже Конституційного суду, я думаю, вони будуть апелювати до того, що вони нічого насправді не вирішували. Тобто вони будуть шукати якісь колізії юридичні, вони будуть шукати якісь прецеденти, щоб показати, а ми, ви знаєте, і не винні. Ми фактично теж були підневільними людьми, тобто навіть в такому випадку, коли проти них почнуться, можливо, колись реальні розслідування, реальні справи за посібництво в розпалюванні агресії, відповідно по тому, як свого часу проводився Нюрнберзький токійський процес, я думаю, вони спробують довести те, що а ми тут насправді нічого не робили, хоча так, треба чітко розуміти, і знову ж таки чітко про це говорити, що весь російський державний апарат, вищі органи в тому числі, вони є посібниками агресії, і нагадувати, і таким чином, можливо, я не знаю, тиснути їх на них будь-якими можливими методами, хоча зрозуміло, що на сьогодні важко уявити, як цей тиск, наприклад, зміни безпосередньо политику Российской Федерации. Да, вот этот вопрос я задавал нашему предыдущему собеседнику. Стоит ли ожидать, что Генпрокуратура Украины пойдет дальше, и после объявления подозрения судьям Конституционного суда России будет предъявлено о подозрении другим должностным лицам, которые принимали решения, направленные на нарушение территориальной целостности Украины? Я сейчас говорю о должностных лицах Совета Федерации, например, или Госдумы России, или президента России Владимира Путина. Ну, може ли далі пойти ГПУ? Хто приймав рішення? Тут велике питання насправді, оскільки, наскільки я розумію, рішення приймалося, якщо не Путіним, то в колі дуже маленькому. Десь це було 3-4 особи, наскільки можна повірити Володимиру Володіну, як він під час одного із засідань Валдайського клубу натякав, як це все відбувалося насправді в кінці лютого 2014 року. Тому, знову ж таки, я думаю, відповідні звинувачення можна проти них висунути, і вони знову ж таки будуть правильні, якщо вони дозволятимуть через певний час знову нагадати світовій спільноті, що є питання Криму окупованого, яке фактично на сьогодні не розглядається, оскільки Росія завжди каже, це питання закрите відповідно. Але яка додана вартість в кінці кінців і що це дасть, це велике питання, оскільки знову ж таки в Росії склалася така система, що Державна дума, Рада Федерації, відповідні судові органи, вони по суті лише легітимізують відповідну політику своїми діями і часто постфактум, якщо згадати, що фактично плани в дії були приведені в 20-х числах щодо окупації Криму, а Рада Федерації прийняла відповідне рішення лише 1 березня. Я думаю, в кінці кінців вони апелюватимуть до цього, коли насправді, можливо, справа дійде до відповідних судових слухань, рішень щодо відповідно цих людей, членів Ради Федерації. Тому тут таке питання. З одного боку, це, звичайно, буде правильний крок, час від часу нагадувати. А з іншого боку, дуже важко уявити, що в кінці кінців цих людей можуть притягнути до відповідальності, тільки, знову ж таки, я думаю, юристи гарні зможуть довести, що вони були банальними маріонетками. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Николай Белесков, политолог, аналитик Института мировой политики. Говорили мы о подозрении, которое вынесло ГПУ судьям Конституционного суда России. Говорили мы о том, как именно они нарушили украинское законодательство и в чем заключаются их действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины. Но здесь же мы и отметили, что и с соблюдением российской конституции, российских законов все не так просто,
потому что для того, чтобы даже российский порядок и закон якобы был соблюден, пришлось создать фейковую республику Крым, якобы независимое, непризнанное государство, которое просуществовало всего 2 дня. Неубедительно, согласитесь. Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Феодосии Ленинский район наименее подготовлены к курортному сезону. Нацбанк продлил санкции против дочек российских банков. И в Феодосии выступили волынщики из Новой Зеландии. Сейчас подробнее. Феодосия Ленинский район затягивает заключение договоров о пользовании пляжными территориями, заявил первый заместитель подконтрольного Кремлю министра курортов и туризма Крыма Игорь Котляр. В ряде поселений Ленинского района конкурсы несколько раз отменялись из-за отсутствия желающих принять участие, цитирует Котляра Крыминформ. По его словам, конкурсы по закреплению пользователей за пляжными территориями провели все остальные курортные регионы полуострова. Ранее сообщалось, что крымские чиновники начали готовиться к курортному сезону этого года. В подконтрольном России Совмине заявили, что на основе жалоб и пожеланий туристов разработали ряд изменений. Национальный банк Украины принял решение о продлении санкций против украинских дочерних структур российских государственных банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Ранее президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенны и их следует продолжить. Санкции касаются украинских Сбербанка и ВТБ, БМ-банка, Проминвестбанка и ВС-банк. Им запрещается вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагиваются расчеты через эти банки для украинцев. Арестованный алуштинский депутат Павел Степанченко в подконтрольном Кремлю горсуде заявил об отсутствии медицинской помощи в изоляторе временного содержания. Он указал на результаты прокурорской проверки, которая подтвердила нарушение прав заключенного, рассказал адвокат Алексей Ладин. Заключенный Степанченко требовал проверки по его жалобе с октября прошлого года. Накануне суд допросил ряд свидетелей обвинения. Сегодня ожидается оглашение решения суда о продлении срока содержания под стражей заключенному. Его и редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова обвиняют в подкупе и вымогательстве. На Привокзальной площади в рамках международного фестиваля «Земля, добра и мира» выступил оркестр волынок новозеландского города Крайстчерч. Об этом написало местное издание «Кафа Ньюс» и опубликовало фоторепортаж. Оркестр волынщиков прошел маршем по центральной улице райцентра. Также его выступление прошло 2 дня назад в Керчи. Оркестр игнорирует просьбу украинского посольства в Австралии и Новой Зеландии не выступать на аннексированной территории. Сегодня в Крыму днем до 13 градусов выше 0, обещают синоптики, временами облачно. В районе Чонгара и Новоалексеевки +7. На Керченской переправе возможны затруднения в движении. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, ждем ваших звонков по номеру 044 490 2905. Также напомню, что если у вас нет возможности слышать нас на FM-частотах, если вы не живете в северной части Крымского полуострова, можете
смотреть и слушать нас. Есть трансляции в социальных сетях. Мы ведем прямую трансляцию в Facebook, мы ведем прямую трансляцию в YouTube, мы ведем прямую трансляцию на сайте Крым Реалии. Найти ее довольно-таки просто. Открывайте сайт и жмете на красную кнопку, слушайте эфир. После эфира вы можете обнаружить все видеозаписи наших программ там же на сайте Крым Реалии. Там же найдете множество свежих новостей и актуальных материалов о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Тема дня. Итак, в нашей студии гость Сергей Проскурня, украинский режиссер и продюсер. Сергей, здравствуйте. Добрый ранок. Да, поговорим мы о том, может ли тема Крыма объединить украинское общество, об акциях, которые пройдут в годовщину аннексии полуострова России в Киеве. Каков посыл этих акций, каков смысл? Да, расскажите о том, что будет происходить в Киеве 18 марта. Ну, мы для наших друзей в Крыму будем на русском языке говорить, чтобы никто не говорил, что я не умею. Могу читать стихи. Да, давайте с этого начнем. Вы Александра Блока, Есенина, Пушкина. Ваша биография не так тесно связана с Крымом, как бывает у тех людей, которые занимаются Крымским полуостровом, так что организовывают. Ну, Крымским полуостровом я точно уже не занимаюсь, но я, скажем, был одним из тех, кто стоял у колыбели международных фестивалей Дни Чехова в Ялте. Угу. Это было в далеких 80-х годах. В начале 80-х годов. Расскажите нам об акции, которая будет. Итак, в воскресенье 18 марта в Киеве на Майдані Незалежності пройдет флешмоб. Флешмоб под названием «Я болею Кримом». Українською мовою «Мені болить Крим». Я думаю, что таблички с этим текстом, которые будут держать в руках участники этого флешмоба, они будут написаны, этот текст будет написан на многих-многих языках мира, потому что в этот день, мне кажется, очень много желающих прийти на Майдан и поддержать нас в этой акции. И, очевидно, очень много будет средств массовой информации, в том числе и иностранных, международных информационных агентств. Мы очень благодарны Радио Свобода и Крыму Реалии за то, что вы поддерживаете нас информационно. И мне кажется, что атмосфера, которую я себе уже представляю в этот день, несмотря на мороз, который будет где-то минус 12, но ощущение будет на минус 16, минус 18, ветрено. Мне кажется, что все-таки люди придут и поддержат нас. Чуть позже я скажу, кто организовывает эту акцию и кто будет в ней участвовать, кто координирует эту акцию. А сейчас я хочу рассказать вам, представьте, вот наши уважаемые радиослушатели, что Майдан Незалежности – это большая выставка. Выставка историческая. Экспозиция представляет собой в плане силуэт полуострова Крым. И сквозь эту инсталляцию проходит огромной величины стена, которую составляют экспонаты, зафиксированные на специальных щитах, на баннерной ткани. И это история знаменитого крымского прорыва, крымского похода генерала Украинской Народной Республики Петра Болбочана, который руководил группой войск ОНР, и заданием которого было освободить Крым от большевиков. Мне кажется, что столетие этого события, которое как раз сейчас и совпадает с днями, когда мы
к сожалению, вспоминаем о 4-летней истории аннексии и о тех, я бы сказал, бесчеловечных нарушениях, которые были сделаны в Крыму в марте 2014 года. Да, вот об этом я хотел спросить. Да. В чем символизм даты? Потому что мы видим, что вот уже 4-й год есть такая консолидация в украинском обществе, да, среди крымчан, которые выехали на материковую часть Украины, в том, чтобы основные мероприятия проводить 26 февраля, когда прошел последний свободный митинг. Этот день определен как день сопротивления российской оккупации Крымского полуострова. 18 марта — это день, когда был подписан так называемый договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. В чем символизм этой даты? Почему именно она выбрана? Я думаю, что символизм еще и подсказывает нам российская сторона, потому что именно в этот день почему-то назначены президентские выборы. И этот символизм России, он, определенным образом должен сделать больно Украине. Это еще раз напоминает о том, что руководитель российского государства, человек особых, я бы сказал так, особого дарования, и он, видимо, тоже очень следит за символами, он выстраивает символы. Поэтому именно в этот день мы приняли решение провести эту акцию. Не 26 февраля, хотя на стендах этой выставки, я еще не закончил о ней рассказывать, потому что она будет на самом деле очень большой. Крымский прорыв генерала Болбочана – это только центральная часть этой экспозиции, а есть еще 2 огромные инсталляции, которые будут находиться вне географического, символического, условного Крыма, и это будет инсталляция, посвященная истории геноцида крымско-татарского народа за все годы 20 и 21 столетия, когда сначала большевики, Красная армия, потом ЧК, потом НКВД, потом все эти репрессивные органы постоянно крымско-татарский народ страдал от этого бесконечное количество раз. И я даже могу сейчас вам зачитать фрагменты нашего информационного сообщения для того, чтобы это было как-то все связано и чтобы мы нашим радиослушателям могли рассказать об этих реперных точках, о которых мы будем говорить и думать, и о которых будут говорить наши спикеры. Информационное сообщение у нас создано на украинском языке, поэтому я сейчас буду пытаться как-то на ходу переводить это на русский язык. Итак, первые месяцы, 2 месяца красного террора в Крыму, это конец декабря 1917 года и конец февраля 1918 года. В это время было убито до 2000 лиц крымско-татарского происхождения. Вторая волна террора прошла в ноябре 1920, ноябре 1921 годов. И тогда, в этот период, было уничтожено более 50 тысяч крымчан, не только крымских татар, но и других жителей полуострова. Следующая волна, она прошла в связи с голодом в Крыму, 21-23 годы прошлого века. И тогда погибло около 100 тысяч жителей полуострова, 3/4 из которых были крымские татары. Великий террор
сталинизма 1934-1939 годов, унес жизни 5000 интеллектуалов и крымских татар, не только простых, так называемых простых людей, а прежде всего людей, которые являли собой генофонд нации. Да. И вот все эти цифры кричат о том, что мы, во-первых, не должны об этом забывать, и мы должны все время напоминать, что крымско-татарский вопрос – это вопрос не только живых людей, это вопрос большой культуры, которая находится сейчас под угрозой. Да, об истории Крыма можно говорить долго, и было много трагических страниц, которые необходимо, конечно же, помнить и говорить о них сейчас. Но давайте вернемся к тому, что будет происходить в очень близком будущем. Это будет 18 марта, Майдан Независимости в Киеве. И у вас уже есть критики, которые говорят о том, что будет еще одна акция проходить на Майдане Независимости в Киеве. Это сторонники Михаила Саакашвили, насколько я понимаю, движения новых сил, которые на этот же день назначили свою акцию на этом же месте. С нами на связи Иван Слободяник, член политсовета движения новых сил. Иван, здравствуйте. Ваше мнение относительно того, что будет происходить? Доброе утро. Ну, безусловно, то, что происходит с Крымом, это огромная трагедия для всей страны. Прежде всего, эту трагедию больше всего переживают крымчане, которые хотят быть в Украине. Но еще большая трагедия – это отношение нашей власти к этой ситуации. Потому что мы прекрасно понимаем, что происходит в Крыму. Это и угрозы со стороны крымских властей по отношению к крымских татар, запреты на какие-либо возможные формы протеста и проявления. И в этом контексте мы прекрасно знаем, что происходит с социализацией людей, которые хотят переселиться и приехать. Я могу перечислять много проблем, начиная с тех, что до сих пор действовало постановление Кабинета министров, которое запрещало вывозить вещи с полуострова. Отсутствует какая-либо нормальная работа с переселенцами, которых по статистике сейчас больше 100 тысяч, начиная от субсидий и заканчивая льготами на жилье и так далее. И в этом контексте у меня возникает очень один простой вопрос. Как наше государство создает привлекательный образ страны, когда мы говорим, что единственная стратегия победе и с Донбассом, и с возвращением Крыма, это создание привлекательности экономической и культурной. Чем сегодня наше государство, я имею в виду наша власть, отличается, чем действия нашей власти сегодня отличаются от действий путинской власти в Крыму? Практически ничем. У меня есть точная абсолютная информация о том, что вот эта акция, которая будет в воскресенье по отношению, связанная с крымскими событиями, которая, безусловно, важна, она нужна, необходима, но это необходимо делать не только как женщина на 8 марта, это нужно постоянно говорить об этой проблеме. Этот дискурс должен постоянно существовать. Но у нас есть точная информация, что администрация президента это делает специально для того, чтобы разбить другие протесты, другие способы проявления своей позиции, которые у нас существуют на сегодняшний день. У нас нет вопросов к организаторам этой акции. Мы прекрасно понимаем, что они пользуются всеми возможными методами для того, чтобы доносить свою позицию по той проблематике, которая существует. Но проблема и трагедия заключается в том, что власти наши наплевать на это. Они будут просто манипулировать любой позицией. То ли это будет Крым, то ли это будет так же, как это было, так же, как и память о героях Небесной Сотни или о наших войнах. Любой святой вещью они будут прикрываться, лишь бы не дать возможность другим людям, или нам, или каким-то другим протестующим выходить и высказывать свою точку зрения. Вчера уже выставлены конструкции на Майдане, хотя вся страна знала, что мы планируем акцию 18 числа. Поэтому, ну что тут сказать? Я думаю, и так все понятно. Я думаю, что есть что сказать нашему гостю. Сергей Проскурня, украинский режиссер и продюсер, который является организатором этой акции. Да, скажите. Иван, скажите, пожалуйста, у меня вот к вам вопрос.
Вы в своей этой акции, которую вы готовите 18 числа, вы вопрос Крыма поднимаете, и поднимаете именно в том аспекте, в котором вы сейчас говорили, путем, ну, как бы прямого обвинения действующей власти украинской к тому, что не решаются вопросы, о которых вы сейчас, ну, которые вы сейчас перечислили? Или это все-таки, ну, как бы ваш марш, который уже стал традиционным и в котором, ну, как бы звучит определенным образом мантра такая, что давайте будем что-то менять, будем менять? Безусловно, проблема прежде всего существует в путинской России, которая сегодня аннексировала Крым. И так как эта дата совпадает с датой проведения марша, безусловно, мы будем поднимать проблематику Крымского полуострова, поскольку у нас тоже много активистов, которые являются переселенцами. И, безусловно, она будет где-то соприкасаться с теми нашими обычными требованиями, потому что они, в принципе, взаимосвязаны. Проблема же, она не является локальной проблемой. Проблема в том, что отсутствует государственный сервис. И он отсутствует как и по отношению к крымским татарам, как и к крымским переселенцам, так и по отношению к обычным украинским гражданам, которые там с большой Украины, в материковой части, как принято говорить. Поэтому, безусловно, мы будем затрагивать эту проблематику, и она нам для нас важна, начиная с того, что даже в Минских соглашениях отсутствует просто понятие и стратегия, сегодня же засекречена стратегия возвращения Крыма. И, то есть это вопрос вообще, в принципе, можно сказать, исчез из политического дискурса. Поэтому, безусловно, мы будем затрагивать эту тему, но основной темой, которая, мы считаем, могла бы разрешать эту проблему, является смена действующей власти, но не в персоналиях, а в демонтаже системы и построении нормального государства. Иван, я хочу вам сказать, что я как режиссер и как человек искусства вижу в акции, которую мы задумали очень давно, как раз вот именно позитив в том, чтобы максимальное количество людей, простите за пафос, весь мир мог опять вспомнить о проблеме Крыма. И поэтому у нас эти таблички будут на самых разных языках мира «Мені болить Крым». И мне кажется, что в данной ситуации, если вы могли бы к нам присоединиться к нашей акции, то это было бы очень для всех позитивно. Да, мы с удовольствием это сделаем, если вы позволите. Более того, мы хотели бы, мы обязательно присоединимся к вам. Просто если говорить о организации, скажем так, антипротестного действия, противодействия. То есть теоретически просто давайте рассуждаем с точки зрения власти, представим, что бы они могли делать, да? То есть на самом же деле они же знали, что есть несколько заявок. То есть они прекрасно понимают, что наше мероприятие будет, в силу таких обстоятельств организационных, более массовым, скорее всего. Можно ли, например, было бы поставить ваши конструкции на Европейской площади? Наверняка можно было бы. Можно ли было бы их поставить вдоль Крещатика? Иван, Наверняка можно было бы. Извините, что я вас перебиваю, но все же прекрасно знают, что мы проводим огромное количество мероприятий, посвященное столетию украинской революции. Я как ведущий, наверное, перебью всех. Очень интересно следить за вашим диалогом, но наше эфирное время ограничено. Давайте, наверное, конкретизируем вопрос. Иван, вопрос к вам. Скажите, будете ли вы принимать участие в той акции крымской, которая будет происходить на Майдане Независимости, либо вы какую-то часть своего мероприятия посвятите крымской проблеме? Я с удовольствием проведу диалог, и мы с удовольствием присоединимся к этой акции. Я думаю, что все, кто придут, однозначно присоединятся к акции по Крыму. Но у нас, безусловно, будет своя повестка. Насколько это будет приемлемо для организаторов этой выставки, я не знаю. Поэтому если будет готовность, чтобы мы могли высказывать абсолютно все свои позиции с той сцены или с той экспозиции, на той экспозиции, которая будет, мы с удовольствием присоединимся. Просто это немножечко, насколько я знаю, это организовывается за
государственные деньги, вы меня поправьте, я думаю, что просто организаторам потом выкрутят руки так, что с кем вы связались, извините за выражение, будут им говорить. А безусловно, мы будем солидарны с этой акцией. Спасибо за ваш комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Иван Слободяник, член политсовета движения «Новых сил». Ну вот, по поводу бюджета акции был задан вопрос. Давайте коротко на него ответим, далее пойдем. Бюджет акции – это распечатка на страничках, на бумагах А4 формата наших текстов «Мне болить Крым». Вот весь и бюджет. Да, по поводу акции, запланированной на 18 марта, высказал свое мнение также член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Давайте послушаем. Точка зрения. Подобные акции должны готовиться заранее, потому что Меджлис – это коллегиальный орган, он принимает решения коллегиально. И в данном случае не может принимать решение один председатель или несколько членов Меджлиса для того, чтобы участвовать или не участвовать, быть в организаторах или нет. Каждый из нас, как гражданское лицо, как человек, который имеет прямое отношение к Крыму и к крымско-татарскому народу, конечно, вправе сам выбирать и поддерживать ту или иную инициативу. В данном случае, конечно, об этой акции мы узнали, буквально на днях, вчера-сегодня. И поэтому я считаю, что здесь организаторам нужно больше коммуницировать для того, чтобы мы могли объединиться и проводить акции более масштабно и, скажем, чтобы привлечь больше людей к этим мероприятиям. Когда мы говорим вообще о консолидации украинского общества и, я бы сказал больше, о консолидации друзей и создания платформы по деоккупации Крыма, именно международной такой платформы, то есть мы выходим даже за национальный уровень, то нам необходимо, чтобы мы имели в календаре наших активных действий ряд очень важных дат. И как раз-таки мы говорим о 20 февраля, мы говорим о 26 февраля, мы говорим о 16 марта, мы говорим о 18 марта. Я думаю, что как раз-таки в этом плане нам необходимо выстроить стратегию публичных действий, публичных акций, публичных кампаний, которые могли бы быть заранее продуманы и нести позитивный эффект тому, чтобы мы больше привлекали друзей на сторону деоккупации Крыма. И кстати, одна из таких инициатив, которая имеет отношение в том числе к Меджлису крымско-татарского народа, инициатива Крымско-татарского ресурсного центра, это Liberate Crimea, это «Освободите Крым». И мы как раз-таки сейчас и работаем над тем, чтобы разработать такую международную кампанию или международную стратегию такую, Liberate Crimea, и она направлена не просто на вопрос защиты прав человека в Крыму, а она направлена на то, чтобы создать круг друзей по освобождению Крыма. И, соответственно, ряд кампаний, направленных на освобождение Крыма. Поэтому 18 марта может стать одной из таких дат, когда мы должны, скажем, консолидированно проявлять свою позицию. Точка зрения. Итак, это было мнение Эскендера Бариева, члена Меджлиса крымско-татарского народа, председателя Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Напоминаю, что в нашей студии гость Сергей Проскурня, украинский режиссер и продюсер, один из организаторов акции, которая пройдет 18 марта на Майдане Независимости в Киеве. Сергей, ваша реплика относительно того, что сказал Эскендер Бариев, касательно кооперации какой-то, совместной по тем акциям и событиям, которые касаются Крымского полуострова. Я не могу не согласиться с ним. И я лично имел разговор с господином Ринатом Чубаровым. Рифатом, извините, Рифатом Чубаровым. И с сотрудниками Крымского дома и организации «Крымсос». И мне кажется, что точка зрения Чубарова на эту
теперь уже как бы я понимаю некую проблему, состоит в том, что его личное мнение, которое он мне высказал, я могу процитировать, что в этот день он бы не рекомендовал никому проводить акции, которые не посвящены Крыму и которые могут просто, ну, как бы оттенить эту проблему и завуалировать ее чтобы она как бы погасла в проблемах борьбы за какие-то ценности и другие темы, которые будут очевидно звучать в этот день. Нам бы не хотелось, чтобы тема Крыма погасла и была как-то затишена другими какими-то акциями общественными, политическими и так далее. Ясно. Благодарю вас за беседу. Напоминаю, что Сергей Проскурня, украинский режиссер и продюсер, был в нашем эфире. Сергей также является организатором акции, которая пройдет 18 марта на Майдане Независимости в Киеве. Это радио «Крым Реалии». Мы говорим о Крыме всегда. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Также напомню, что круглосуточно доступен сайт «Крым Реалии», где вы найдете не только записи всех наших радиопрограмм, но и актуальные новости, аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго. В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт